Так вот, сегодня тепло в Якутске. У нас сегодня 10 января 2024 года. Минус 45 всего. Поэтому я воспользовался теплой погодой и решил пройтись от апельсина и до дома. Сразу предупреждаю, съемка не очень качественная. Иду с телефоном в мороз. Сколько он продержится, не знаю. Просто некоторые люди просят пройтись. А все предъявы по поводу некачественной съемки, я сразу так и говорю, я не блогер какой-то там профессиональный, оборудования не имею. А репортер из меня тоже плохой. Любитель, как есть, так и делаю. Медленно идти не буду. Что это такое? Красивые какие фигурки. Идти неудобно. Камера туда-сюда ходуном ходит. Руку не вытянешь. Только на остановках. Движуха на перекрестке. Все, идем. О, кофейня. Здесь я был. Ну, это улица Дзержинского. Я знаю, как не местный, что по левой стороне... стоп. Тут еще дом быта. Тоже кофейня. Везде кофейни наставили. Знаю, что впереди дом быта. Что там еще? Справа дом культуры будет. Но до них надо еще дойти. Пока ничего интересного. Небольшой туман. Хорошо, что тепло. Так. Или нет, или да. Все, этот магазинчик я помню. Нет, так-то здесь я уже проезжал. Просто на машине. Быстрей, теплей. Ну вот, все, какой-то дом от Дзержинского. Дальше, ага, переходик. Дом быта. По левой стороне. Какой-то дом с садиком. С детской площадкой. Тут какая-то зона темная.
Не знаю, сколько телефон мой выдержит. Но думаю, что в тепло придется заходить. Все. Скоро пойдут более оживленные улицы. Более интересный это обзор какой-то, что ли, хоть людей, инфраструктуры. Так, аптечка, клиника. Блин, вот пикают. Я-то иду в капюшоне, не вижу, что вправо, что влево. Светофора нету. Магазин продукты. Так, вот он у нас получается, ага, дом культуры по правой стороне. Какие-то большие высокие здания по левой стороне. Вот он, дом быта. Ну не знаю, 6 минут, 7 минут прошло до этого. Когда я там гулял, где рядом с домом 9-го, там было, конечно, похолоднее, да. Но там мы нагуляли 25 минут. Вот красивые фигурки. Типа деревья разноцветные. Да, холодно. Пальцы прихватывает. Вот так тут. Вот такие красивые, разноцветные. Так, надо выбираться с территории дома быта. И идем дальше. О, тоже елочка. А нет, я был вот в этой кофейне. Это я спутал. Что-то их много. Елка на перекрестке. «40 секунд стоять». Так, зелененький человечек. Вот
видел светофоры там с голосовым этим сопровождением женщины. Загорелся зеленый свет светофора. Мне, чтобы как-то придумать смешное, позитивное, вот загорелся зеленый человечек светофора, можно переходить дорогу. Так что все как-то скучно, мрачно. Так, насколько я помню, сейчас слева будет МВД здание. Вон там Дзержинского 14, что ли. Памятник. Полиция. Четвертый отдел здесь стоит. Ребята работают. Ой, что-то меня дорога кривая. Надо, короче, прижимать руку. Министерство внутренних дел РСЯ, да? Девчонки разговаривают. Все в хорошем настроении. Ну, соответственно, стоянка большая сотрудников. Там дальше виднеется. Задолбали. Виднеется старое здание министерства. Тоже не помню, что не могу прочитать. Типа МЧСа, что ли? Или что это? Короче. Ну да, служба спасения. По памяти помню, так не помню. Вот он. Это, по-моему, вот уже Дзержинского 10, да? Ну да, где больше мотался, то и запомнил. Короче, с остановки Апельсин до остановки Домбыта мы прошли за 7 минут. Что я запомнил, то что видно, ну, наверное, связано с погодными условиями зимними. В городе Хабаровск эти остановки, одна остановка, как, наверное, на протяжении 4 равняется остановкам в Якутский путь. То есть там, если вышел чуть раньше, замучаешься идти. Ну или наоборот, переборщил немного. Купец стоит, Шаурма Сити стоит. Теплые остановки, кстати, ага, много стало в Якутске. Молодцы. В детстве у меня такого не было. Встал и замерзай. Сейчас много, ага, смотрю, остановок. Люди сидят, греются. В этом плане вообще хорошо, молодцы. Ничего не скажешь. Большие автобусы. Тоже, наверное, теплая остановка, да? Да, спортшкола, да, остановка спортшкола, да. Да?
стоят, греются. Да, неплохо тут, конечно, прошли путь. Не знаю, дотянем, не дотянем до этих, как он там, московский называется, напротив центрального кинотеатра, чтобы там отогреть телефон, чтобы он не крякнул. Это я не знаю, как называется возле Оржанки. ФСБ слева. Дальше по левой стороне почта, Лорб. Так. Здоровенная елка. Хотя нет. Придется погреться. Вернее, не мне. Я иду. Мерзнуть не успеваем. А вот телефон у меня потихоньку сдает. Такой путь. Так. Елка. Миновали мы. Еще за... Так, это 17, за 10 минут дошли до Орджоникидзе площади. О! Пивко. В центре прям. Ничего себе. Я ни разу не видел еще. Площадь Орджоникидзе. Пивко стоит. Я думал, нельзя сейчас. Ну ладно. Слева Лорд. Справа площадь Орджоникидзе. Вот с елочкой стоит. Ну, туман. Туман все не дает посмотреть. Пауэлл Лорд. Так, как тут лучше пройти-то? Ну, как красиво обделано елочками вход. Елочки. Елочки, елочки. Ой, елки-палки. Ждем. Ну вот, постоим, посмотрим. 23 секунды. Сюда можно. Туда нельзя. Так, вот аптека стоит, аптека. Так, зеленый человечек. О, ну. О. Гостиница Лена. Здесь мы как-то были. С женой. Оржанка. Классно придумали. Гостиница Лена. Гостиница Парус. Что там, рестораны?
в гостинице. Мегафон Хоум слева. Вот тут еще, что это, велосипедная дорожка, что ли? Пойдем по велосипедке. А это что? Трактир, большая улица. Аврора. Короче, да, все понатыкано. Билайны. Вообще, здесь, конечно, вообще красиво. Я бы даже хотел здесь жить, где-нибудь дом здесь, чтобы стояла квартирка. Люблю это движение. Что это такое? Ювелирный дом. Телмат, но это я что-то помню здесь давно уже. Когда проживешь всю жизнь в глуши, ну как в глуши, не в глуши, а в тихом поселке Тикси, вот этого не хватает, движения. Хочется как бы уже все. Шум машин, товары для здоровья. Кстати, аптека. Вот Планета Здоровья, точно. Сейчас сюда зайду, пока это на паузу встану. Так, мы были на паузе. Потому что много народу. Люди начинают задумываться, что я за дурачок с телефоном, что ему тут надо. Так, куда мы вышли? Наверное, где-то район Центрального кинотеатра. Да, все вижу. Ростелеком стоит. Так, а здесь есть аптека? Московский комплекс, вот он, да. Ростелеком. Здесь, вот проспект. Вон там, вон экран видно. Что-то показывают. Здесь, наверное, вряд ли. Название самого московского комплекса. Gloria Jeans. Но это все нам известно. Здесь мы уже успели полазить. Вот еще одна аптечка. Сейчас мы ее... Как они тут? Вход отсюда, что ли? Ладно, пауза. Все, вышел. Вот. А это у нас ЦУМ. Центральный, главный, что ли, магазин. Внутри куча всяких магазинов. Вот. Проспект. Проспект. Тут тоже все подряд. Почему только вот это вот ЦУМ? Что, нельзя, что ли, центральный универсальный магазин Якутск? Ритуаль. Ну, короче, все есть. В минус 45. Хорошо гулять. ДНС слева. Там это... Уяра, он как магазин называется. Хорошая, кстати, вполне бытовая техника там брали. Саха-экспо-центр. Kitchen Home. Вот впереди хачапури ресторанчик. Нам с супругой всегда нравился.
Особенно, когда места достаются возле окон. Вообще красиво сидеть, отдыхать. Еще завораживают 3-литровые вот эти банки с рассолами, огуречками. Вообще вещь. Раньше Чикаго, насколько я помню, он назывался. А сейчас уже Хачапури. Ну это вот Ярославского, по-моему, улица. Я не знаю точно, знаю, что чуть ниже, вот в той стороне, снимали квартиру, когда учился еще в институте тут. Ладно, двигаем дальше. Цветочная студия перед нами. Ну тут всего, конечно. Так зимой, в принципе, всю и не перечислишь по-нормальному. Особенно если я не местный. Почти не местный. Это в Тиксе я могу пройти и практически по каждой улице, по каждому дому рассказать, что, как и где. Вот, блин, ну вот, что и говорится. Вон аптека слева стоит. Ладно. Зайдем в дежурную таки. Потому что нигде смекты без вкуса нету. Не модно нынче. Вот что-то едет. Ага. Полиция. Вот насколько мне известно, мы подходим. Здесь, значит, здание горсуда якутского, да? Если попробовать узнать, я имею в виду. Потом там дальше справа, я помню, заезжали с женой в книжный магазин. Блин, пешком идешь, видишь красный свет, хочется остановиться. Он без человечка. И ты начинаешь понимать, что ты на ногах. Что, пустите меня пройти? Спасибо. Ну вот. Якутский городской суд. Все. Значит, идем по правильному пути. А детем бы я бы тут после... Я помню, в детстве меня сюда привозили. Все боялся потеряться. Вот еще магазин. Какие-то компании рекламные и прочее. Прочее. Ну что? До дома уже, можно сказать, рукой подать. И всего 28 минут, 29 сейчас прошло. А мы уже так много прошли. Хорошая скорость. Ходить иногда полезно. Так, ну вот это вот я, насколько помню, дом торговли слева. Там дальше на углу это Якутск Плаза. Там мы, кстати, в праздничные мероприятия с женой ходили в шашлыков. Тоже неплохо посидели. Всякие коктейли напробовался. Так, ладно, тут обойдем. Вот тут тоже ломбарды, ритуали. Ну, так, это что? Тоже какой-то суд, что ли? Да. Здесь почта. Кстати, да, здесь я получаю свои эти. Кстати, он еще там хлебная пекарня, типа. Все хотел зайти, никак не смог. А, времени не было, я на суд приходил. А, ну вот он, шашлыков, бар-гриль. Какой-то
Красное и зеленое, непонятно. Так, как идти дальше? Понятно, что там я не пройду. Вот опять дилемма встала. Все огородили забором, хрен пройдешь. Извиняюсь за выражение. Дели март. Вот надпись Якутск Плаза. Манго Эконика. Вот здесь вход в этот вот шашлыков. Вот мы добрались до площади Ленина быстро. С апельсином. Мороз несущественный. Тепло, минус 45. Еще раз повторю, да. Блин, главное, чтобы я ничего не вижу слева, справа меня тут не долбанули. Куда спешите-то? Сидите в тепле. И спешат, сам по себе знаю. Спешат, гоняют, как бешеные. Так, стоянка. Тоже вон елочки стоят, там светятся. Вот она, огороженная площадь. Уже с другой стороны подошел. Тут кавалеры ордена Полярная Звезда. Ладно, присматриваться не буду, а то точно телефон крякнет. То есть, а вот и все. По правой стороне виднеется Дом правительства. А это что здесь? Я все равно прочитаю. Филармония Государственной Республики Россия. Детская школа искусств. Ну понятно, художественная школа. Все, короче, искусство. Посвященное искусству. Так, мне тут советовали в прошлый раз, что есть дежурная аптека. Вот я не помню теперь, где она. На перекрестке. Я не помню. Короче, я не пойду уже сегодня, потому что смысла нету. Смех-то есть у нас дома. Тем более причину, почему у нашего дитя небольшие проблемы, мы уже знаем. Поэтому смысла в этой смекте, в поисках этой смекты я не вижу. Кормить всякой гадости. Значит, будем пить остатки апельсиновой. Да, допиваем остатки апельсиновой и все. Там сколько, 3 порошочка и хватит. Да там, в принципе, мне кажется, как у меня было, если там... Не хочу вдаваться в интимные подробности. В случае там, как у всех бывало, возникновение там нештатных ситуаций с желудком. За один заход смек-то у меня все было нормально. При изжоге, при диарее. А со вкусом придется побороться. Ну, в принципе, все. Так скажем, такой небольшой обзор для людей, которые, в принципе, у меня просили. Кому понравилось просматривать, кто еще воспринимает мои непрофессиональные действия, просмотр сделан. Да и я так посмотрел, погулял. А то одно и то же движение с пункта А в пункт Б. А тут мы немножечко там. Но буду еще в других местах, буду помнить, что кому-то нравится. Буду закидывать. Фух. Честно говоря, не ожидал, что все-таки пройду этот путь в эту погоду. Но подготовился. Одел тормоза,
утеплился. Все, ладно, до новых встреч.